Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели». Я и журналист Общественного Первого канала расскажем вам о наиболее важных событиях уходящей недели. Пожалуй, главным и важным событием недели стала встреча Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона. Вопросы границ, волнующие граждан обоих республик, обсуждались в числе других приоритетных тем двустороннего сотрудничества главами двух государств. Напомним, накануне по приглашению главы Таджикистана Сооронбай Жээнбеков совершил рабочий визит в соседнюю республику. Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по демаркации и делимитации границы. Как отмечается, переговоры прошли в атмосфере полного взаимопонимания и доверия. О встречах, которые прошли накануне на перекрестном участке кыргызско-таджикской госграницы с представителями общин и старейшинами сельских советов Кыргызстана и Таджикистана, Сооронбай Жээнбеков высказался как об историческом событии. Такого не было с начала нашей независимой истории, подчеркнул глава Кыргызстана. Напомним, что в начале недели произошел конфликт на участке Аксай-Ворух кыргызско-таджикской границы. На этом отрезке периодически происходят конфликты между местными жителями из-за отсутствия четкой линии границ. Проблемы границ существуют во всем мире. Почти 100 из 200 государств имеют вопросы по линиям государственных границ. Как показывает мировая практика, эти проблемы можно решить только путем переговоров. Нужна кропотливая работа соответствующих министерств и ведомств. И, пожалуй, самое главное – доверительные отношения глав государств. Нургуль Саматова далее. О намечавшейся встрече президентов Кыргызстана и Таджикистана в СМИ говорили задолго до инцидента на границе. Возможно, очередной конфликт ускорил этот процесс. И 26 июля президент Сооронбай Жээнбеков по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона направился в город Исфару с краткосрочным рабочим визитом. По пути в Исфару глава государства встретился и побеседовал с жителями сел Баткенской области в селе Аксай. Безопасность баткенцев и интересы государства превыше всего, заверил президент. Власти принимают все меры по решению вопросов, касающихся границы. Президент также сказал, что по итогам рабочего совещания с участием Төрага парламента и главы Кабмина принято решение начать строительство социальных и инфраструктурных объектов в ближайшее время. Насос çıkan yerler, детсад, нефть, жол, өткенде айтқансыздар су шықпайды деп. Шықпайды соны барлығын жасалады, жасаймыз. Социальные вопросы будут решены, но сейчас самое главное – спокойствие на границе. Президент призвал местных жителей не поддаваться провокациям и стремиться к сохранению и укреплению хороших отношений с соседней страной. По поручению президента Жээнбекова на территории сел, расположенных возле границы, увеличено число военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Далее президент посетил пограничную заставу в селе Аксай, где ознакомился с бытом и условиями несения службы пограничников. Глава государства не мог не побеседовать с солдатами, которые днем и ночью охраняют родину. Встреча двух президентов и делегаций состоялась на перекрестном участке кыргызско-таджикской границы между Аксайским Айлык-Мөтө Баткенского района и Таджикон сельского совета Ворух города Исфары. Приграничная зона выбрана не случайно. Этим самым лидеры продемонстрировали свою готовность решать вопросы в позитивном ключе и исключительно дипломатическим путем. Роль местного сообщества, в особенности старшего поколения, а также местной власти в сохранении мира и согласия решающая. Потому президенты двух стран призвали жителей приграничных сел беречь многовековую дружбу между народами. Уважаемые Эмомали Шарипович, уважаемые друзья, братья, салам алейкум, искренне рады видеть нашего брата, наших друзей, братьев. Таджики, кыргызы, они всегда жили дружно, мирно. Они веками, у нас есть узы дружбы, которые невозможно оторвать невозможно.
Но, к сожалению, бывают случаи, инциденты, и это все должно остановить. Добрые соседи, которые живут мирно, существуют. Это уже Богом дано, это воля Аллаха. Воля Аллаха. Соседи не выбирают, соседи дает Бог. Поэтому хотим мы, не хотим, мы должны жить мирно. Мы должны всегда друг к другу с пониманием относиться. И вот сегодня будем в Исфаре, в том чемпионате, политическая воля есть. И я думаю, мы надеемся, что те проблемы, которые у нас есть, были, с помощью Божией мы будем решать. А вам я желаю, чтобы вы всегда мирно вместе жили. Вам спасибо большое. Все вопросы, все споры надо решать путем диалога, переговоров. Я говорю из горького опыта, который мы пережили, ужасы гражданской войны. Так? Более 157 тысяч убитых. 50 тысяч детей остались вообще без родителей. Вот с Сооронбай Шариповичем мы договаривались, что все вопросы будем решать именно путем переговоров, диалогов. Так? Да, будем. Где-то надо идти на компромисс. Приветствую я своего брата. Сегодня будем встречаться здесь, а потом я вылетаю в чемпионату. А вам надо Павла Масакала держать, общаться с народом, не давать на какие-то идеи, какие-то провокации. Переговоры в узком, а затем расширенном составе прошли в таджикском городе Исфара. Народы двух стран связывают традиционные узы дружбы, добрососедства, историческая и культурная общность, сказал Джейнбеков. Несмотря на это, инциденты на границе случаются. И последний конфликт требует совместного и объективного расследования. Необходимо принять конкретные меры по недопущению подобных ситуаций в будущем, подчеркнул президент Сооронбай Джейнбеков. Необходимо продолжить работу по вопросам кыргызско-таджикской госграницы, следуя принципу «от простого к сложному», уверен президент. Впервые главы государств Таджикистана и Кыргызстана встретились в приграничной зоне, встретились с местными жителями, с аксакалами, с местной администрацией. Президенты Кыргызской республики и Таджикистана провели в расширенном формате и в узком формате переговоры в городе Исфара, обсудили все актуальные вопросы, которые стоят на повестке дня, и по ним выработали соответствующие действия, которые в качестве поручения даны правительством сторон. Переговоры двух лидеров продолжились 27 июля на берегу кыргызской жемчужины Иссык-Куле. Сооронбай Джейнбеков тепло поприветствовал Эмомали Рахмона на гостеприимной кыргызской земле. Мы вчера провели историческую встречу на приграничной территории. Такого не было с начала нашей независимой истории. Уверен, что наша встреча станет крепкой опорой дальнейших решительных действий по укреплению и расширению двустороннего сотрудничества. Президенты обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и, безусловно, вопросы демаркации и делимитации кыргызско-таджикской государственной границы. Ваш приезд придаст дополнительный импульс в активизацию нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы весьма удовлетворены вчерашними переговорами, которые прошли в атмосфере полного взаимопонимания и доверия. Искренне рад достигнутым договоренностям по активизации всего комплекса вопросов двустороннего сотрудничества. Особо радует нас, что вы с вами, уважаемый президент Эмомали Рахмон, проявили единство мнений по ускорению процесса делимитации кыргызско-таджикской границы. Мы договорились по границе вести работу от простого к сложному, придерживаясь принципа взаимного уважения и учета взаимных интересов. Протяженность кыргызско-таджикской госграницы составляет 970,8 километра. После развала Союза на границе возникло порядка 70 спорных участков. Именно они стали причиной периодических конфликтов на границе с участием не только местного населения, но и военных. Ранее не раз происходили инциденты с применением огнестрельного оружия. Так, с 2010 по 2019 годы на кыргызско-таджикском участке госграницы было зафиксировано 155 приграничных инцидентов. Межправительственные
Межправительственная паритетная комиссия определила почти 520 километров из более чем 970. Неописанными остаются более 450 километров. Это участки границы, которые проходят через густонаселенные пункты. По словам специалистов, впервые за 2 года произошли реальные сдвиги в этом вопросе. Так, 6 июля состоялись переговоры межправительственных рабочих групп по делимитации и демаркации. Обе стороны выразили заинтересованность в скорейшем решении этого вопроса. Активизация диалога на высшем уровне, в том числе нынешняя встреча лидеров, безусловно, придаст динамику двусторонним переговорам по границе, уверены специалисты. Предстоит детальная и скрупулезная работа межправительственных рабочих групп. В мире есть такие страны, где приграничные вопросы не решаются десятилетиями. И сложно сказать, что этот вопрос решится сегодня или завтра. Предстоят многочисленные встречи экспертов, специалистов двух стран. Отмечу, что работа по делимитации и демаркации госграницы с Таджикистаном начала продвигаться. И уверен, встреча лидеров придаст динамику этому вопросу. Президенты обсудили подходы сторон по юридической основе, которая должна быть ключевым элементом в переговорах по вопросам делимитации госграницы. В мире существует около 200 государств, и почти 70% из них имеют проблемы с демаркацией и делимитацией границ, а также анклавов и эксклавов. Международная практика показывает, что в некоторых случаях эти вопросы не решаются десятилетиями. К особо проблемным регионам в этом вопросе ученые относят Ближний Восток, Южную Азию и Ферганскую долину. Но благодаря мудрой политике лидеров Центральной Азии все вопросы в регионе решаются исключительно мирным путем. Такие же споры есть между Узбекистаном, Таджикистаном, с Туркменистаном, между Китаем и Пакистаном, между Китаем и Индией, между Индией и Пакистаном, между Китаем и Японией, Вьетнамом, Таиландом. Если мы смотрим европейскую часть, на территории Сербии есть Косово, есть территориальные претензии на постсоветском пространстве, это Нагорный Карабах в Азербайджане, Приднестровье в Молдове. Это не потому, что кому-то что-то там скандала хочется или конфликта, а дело в том, что здесь острый дефицит земли. У нас особенно Ферганская долина. Ферганская долина – это самая густонаселенная часть земли вообще. Безусловно, вопрос границ один из самых чувствительных, и его решение требует немалых усилий, компромисса с обеих сторон и времени. Президенты Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон обсуждают этот вопрос на двусторонних встречах в рамках всевозможных площадок ОДКБ, ШОС, СНГ, СВМДА. Эксперты отмечают, что, возможно, для решения этих вопросов потребуется еще не одна встреча на уровне глав государств. Самое главное все-таки политическое решение между руководителями двух государств. Да. Далее межправительственные комиссии, они согласуют линию государственной границы и, собственно, ведут переговоры на основе имеющихся документов, приходят к согласию. А потом парламенты обоих государств должны принять соответствующие законы, да, об установлении линии государственной границы. Стороны также обсудили вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Мы также обменялись мнениями по региональной и международной проблематике, в том числе по водно-энергетическим вопросам в регионе, в которых важная роль отводится Кыргызстану и Таджикистану. В данном контексте Кыргызстан высоко оценивает и поддерживает созидательную политику Таджикистана по привлечению внимания мирового сообщества к проблемам водопользования на глобальном уровне. Эмомали Рахмон еще раз подчеркнул, что Таджикистан заинтересован в стабильном развитии тесного взаимодействия с Кыргызстаном и укреплении добрососедских отношений. Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас за приглашение посетить Кыргызстан. Весьма рад нашей встрече на гостеприимной кыргызской земле. Она предоставляет нам благоприятную возможность для продолжения нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней таджикско-кыргызской повестки дня. Мы заинтересованы в стабильном развитии тесного взаимодействия с Кыргызстаном, придаем большое значение последовательному укреплению добрососедских отношений между нашими странами. Таджикистан вновь подтверждает свою готовность и далее укреплять
политический диалог, углублять торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения с Кыргызской республикой. Переговоры двух президентов прошли в позитивном ключе. По мнению экспертов, лидеры в очередной раз доказали, что в решении любых вопросов будут следовать принципам добрососедства и взаимного уважения. Нургуль Саматова, Тимур Садыгалиев, Улан Сатиев, Алато 24.